Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Годы служения обществу. Социальный фонд России по Чеченской Республике отметил свой профессиональный праздник. Виновников торжества поздравил Рамзан Кадыров. События года. Все этапы избирательной кампании проходят в плановом режиме и находятся на постоянном контроле. В Грозном обсудили подготовку и проведение выборов. Какие результаты уже достигнуты в предвыборной кампании, расскажет наш корреспондент. Вдали от городской суеты. Каждый посетитель в этот день сможет провести время с семьей или с друзьями совершенно бесплатно. В Итумкалинском районе появится новый глэмпинг-комплекс. О широком выборе досуга смотрите в этом выпуске. Социальный фонд России отметил годовщину своего образования. Торжественно это событие отметило и региональное отделение, которое помогает гражданам получать необходимые выплаты, льготы и социальные услуги. За этой работой годы опыта, а главная задача – поддержка людей в разных жизненных ситуациях. В этот день чествовали лучших сотрудников. О деталях мероприятия поделится Линда Джамалдинова. Социальный фонд России отмечает важную дату своего развития. Разделить это событие с региональным отделением прибыл и глава Чеченской Республики. Визит руководителя региона начался с осмотра спецтехники. Перед зданием ведомства выстроены пикапы, приобретенные за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Эти машины в ближайшее время отправятся в зону проведения специальной военной операции. Особое внимание в работе ведомства уделяет оперативности связи с гражданами. На базе отделения успешно функционирует единый контакт-центр. Чеченская Республика одна из первых вошла в число 14 пилотных субъектов страны, ставших центрами компетенций. Он охватывает все 11 часовых поясов от Калининграда до Владивостока. Рамзан Кадыров лично оценил качество обратной связи, проконсультировав одного из дозвонившихся. Какой у вас вопрос? Чем могу вам помочь? Добрый день, это Кадыров Рамзан Ахматович. Сейчас я передам руководителю соцблока, и он ответит вам. Да. Да. Да, я отправляю. Обычно не платит. Хорошо, спасибо. По всей России, Хакасии, Новосибирск, любой точке Рхаю, 125 рабочих дополнительно. Самый первый по России, ей колл-центр по России. Вот так, первый. Салам алейкум. Социальный фонд России – это мощная структура, образованная в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в 2023 году для удобства граждан по принципу одного окна. Однако история становления регионального отделения уходит корнями в самое тяжелое для республики время. У истока возрождения социальной сферы субъекта стоял первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Сегодня СФР по Чеченской Республике является современным и одним из самых эффективных институтов в масштабах всей страны. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые гости и коллеги, миссия Социального фонда России заключается в том, чтобы быть надежной опорой для человека на всех этапах его жизни, обеспечивая своевременную и качественную реализацию пенсионных, социальных и страховых гарантий государства. Наш коллектив – это сплоченная команда единомышленников, объединенной стремлением служить обществу и оправдывать доверие граждан, следуя примеру главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и заветом
и заветом первого президента Чеченской Республики, Героя России, великого шейха Ахмада Хаджи Кадырова. Да, Аллах оба бойся. В этот праздничный день выражаем вам глубокую благодарность за поддержку и внимание к деятельности Социального фонда России, за возможность совместно решать задачи, имеющие огромное значение для благополучия жителей республики. Также благодарим президента регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Абдулхамидовича Кадырова Аймани Несиевну Кадырову за не имеющую в мире аналогов работы по поддержке людей как в родной республике, в том числе и в нашем коллективе, так и в любой точке земного шара. Выступая перед собравшимися, Рамзан Кадыров высоко оценил работу регионального ведомства. Глава республики отдельно отметил профессионализм управляющего отделением Мохаммад Эми Ахмадова, подчеркнув, что с момента его вступления в должность работа структуры выстроена четко, системно и не вызывает нареканий, демонстрируя образцовое исполнение всех поставленных задач. Дорогие друзья, поздравляю вас с профессиональным праздником Днем образования Социального фонда России. Созидательный курс первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова позволил нам добиться больших успехов в развитии социальной сферы. На протяжении 20 лет региональное отделение Социального фонда занимает первое место по эффективности. Это ваша заслуга. За это я вас благодарю. Trodde att abuela da'wah spolchan dona, yok yalla yudas dona. Шуюк что рассальный дона, фонд дона, дуку направление шудас дона. Шея когда бабишь дона, yok дова республика на дона, yok успех юдас, начивай беззаботность, проблемы якндарвай, институция динила дона. Аштон, аегли бандош, вей халаю адон, бет мумаршую, цаажалос дешвац халалона, Ахмад Ажир, додалаз водой. Координат бялов здесь пенсионный фонд надо масса с мамой Дмитрович думся ошпета ход его визадон и что тебе руководит навален даватину мамой Дмитрович шадавати чандин дадон сажала дочь сап тензиоч масса беллурез вош масса халрез дош даватина дерез солсунда диабет. На сегодняшний день на благо республики в отделении трудятся около 2000 человек. Назначают пенсии, пособия, льготы и так далее. Главным и самым трепетным событием стала церемония награждения. Высшая региональная награда орденом Кадырова за выдающиеся заслуги и многолетнюю безупречную работу удостоена Айшат Ахмадова. Награждается орденом Кадырова Ахмадова Айшат Исаевна, заместитель начальника управления установления пенсий, отделение Социального фонда России по Чеченской Республике. Айшат Ахмадова является заместителем начальника управления установления пенсий СФР по Чеченской Республике. Ее стаж работы составляет более 28 лет, имеет множество наград. Многолетний созидательный труд, чуткое отношение к проблемам граждан и неоценимый вклад в развитие системы социальной защиты Айшат Исаевны высоко оценило руководство региона. Для меня большая честь получить такую значимую награду из рук главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Это не только личное признание, но и высокая оценка работы всего коллектива отделения Социального фонда России по Чеченской Республике. Благодарю за оказанное доверие и внимание к труду работников социальной сферы. Будем и дальше исполнять свою работу, помогая жителям региона и совершенствуя систему социальной поддержки. Медалью памяти Ахмада Хаджи Кадырова глава республики наградил сенатора Российской Федерации, заместителя Комитета Совета Федерации по социальной политике Мухаммада Ахмадова. Медалью памяти Ахмада Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, награждается Ахмадов Мохаммад Исаевич, сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Помимо этого, за добросовестный труд, высокий профессионализм и верность долгу целый ряд сотрудников, ветераны службы и молодые специалисты организации получили из рук главы республики почетные звания, грамоты и благодарственные письма. Распоряжением главы Чеченской Республики награждаются почетной грамотой главы Чеченской Республики
Кадыров Висита Ахматович, заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Чеченской Республике. Мохмад Эми Ахмадов вручил Рамзану Кадырову за вклад в развитие социальной сферы региона памятный подарок – художественную композицию «Величественный Грозный». Уважаемый Рамзан Ахматович, вам, как достойному сыну своего отца, первого президента Чеченской Республики, героя России, великого шейха Ахмад Хаджи Кадырова, позвольте преподнести в знак нашей безграничной благодарности за ваш вклад в развитие социальной сферы памятный подарок – художественную композицию «Величественный Грозный», символизирующую красоту, развитие и величие столицы Чеченской Республики. Доброй традицией стала помощь со стороны регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Семьям участников специальной военной операции сотрудники отделения вручили материальную помощь от благотворительной организации. Праздничная программа продолжилась выступлениями артистов для коллектива. Этот праздник позади, но уже завтра коллектив ведомства вернется к своей привычной, но такой важной работе – помогать тем, кто в этом нуждается больше всего. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Подготовка к предстоящим выборам. На особом контроле в Грозном обсудили готовность избирательной системы к проведению голосования. В регионе зарегистрировано более 800 тысяч избирателей. Работать будут 20 территориальных и 534 участковые комиссии. Далее мой коллега. Подготовка к многоуровневым выборам на территории Чеченской Республики продолжается. Все этапы избирательной кампании проходят в плановом режиме и находятся на постоянном контроле. В совещании под руководством председателя правительства Республики Магомеда Даудова приняли участие министры, главы муниципальных районов, кадии и религиозные деятели. Премьер-министр рассказал, что регион всегда отличался высокими явками на выборы и активной гражданской позицией. Созданные действующим главой субъекта условия позволяют проводить голосование четко и без нарушений. Распоряжением главы Чеченской Республики утвержден план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов. Чеченская Республика всегда отличалась активностью избирателей и организацией выборного процесса на самом высоком уровне. Благодаря усилиям главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, в республике созданы все условия для участия жителей в политической жизни региона и страны. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем докладе отметил ключевые результаты подготовки к проведению многоуровневых выборов. Зарегистрировано более 874 тысяч избирателей. Организацию голосований обеспечивают 20 территориальных избирательных комиссий и 534 участковые комиссии общей численностью около 5000 человек. В рамках исполнения поручения главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова еще с 2025 года ведется планомерная подготовка к предстоящему избирательному циклу. Разработана и доведена до всех профильных организаций дорожная карта по подготовке и проведению выборов. Все избирательные участки будут оснащены средствами видеофиксации. 243 камеры будут подключены к системе видеонаблюдения общественного штаба по наблюдению за выборами. В работе штаба примут участие 1286 общественных наблюдателей. Через пару дней начинается процесс их обучения по вопросам осуществления общественного наблюдения в период проведения выборов. В республике зарегистрировано 10 региональных отделений политических партий, имеющих право участвовать в выборах. На данном этапе формирования списков завершили 4 партии: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» и ЛДПР. Всего подлежит замещению 385 мандатов. По состоянию на 10 июля текущего года общее количество кандидатов составляет 1390 человек. В соответствии с поручением главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в списке кандидатов включены участники СВО, члены их семей и представители молодежи. Председатель избирательной комиссии Чеченской Республики Умар Байханов в своей речи подчеркнул, что для полного охвата участия избирателей в предстоящих выборах будут задействованы сотрудники, которые в случае необходимости помогут людям отдать голос за своего кандидата, не выходя из дома. У нас будут обходчики в количестве 2260 человек. Они с 1 сентября до 15 сентября
будут совершать обходы подомовые, поквартирные, вручать избирателям информационные материалы о кандидатах, а также о сроках, о порядке действий голосования на избирательных участках, а также возможности голосования вне помещения в случае, если избиратели по состоянию здоровья или по уходу за лицами, нуждающимися, будут предоставлены возможность голосования вне помещения. Вот, в принципе, вот эта работа планируется провести, и этот информ-ОИК проект, он себя зарекомендовал с хорошей стороны, был апробирован на выборах президента в 2024 году, и, соответственно, у нас-то явка на выборах и так бывает хорошая, высокая по сравнению с другими субъектами. Но в ряде субъектов на территории Российской Федерации благодаря этому проекту была высокая явка на выборах президента. Иншаллах, да, Аллах, Кроме того, Умар Байханов заявил, что рекламная кампания и оповещение жителей идет строго по графику. Сегодня избирательные комиссии готовы к проведению этих предстоящих выборов. Мы проводим обучение на нашей площадке. У нас есть специальные электронные ресурсы, где эти наши члены комиссии получают навыки, умения, знания по избирательной тематике, именно как себя вести. Премьер-министр добавил, что обязательно найдутся те, кто захочет омрачить выборы. Это так называемые представители желтой прессы. Поэтому наблюдатели должны следить за порядком на всех участках. Он дал поручение руководителям районов начать необходимые работы уже сейчас, чтобы исключить любые непредвиденные сложности. Турпал, Алита Исумов, Сайтимин Мусаев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Региональная избирательная комиссия принимает документы от кандидатов и политических объединений, которые намерены принять участие в предстоящих выборах. Избирательная комиссия региона приняла документы от Джамбулата Умарова, кандидата, выдвинутого политической партией ЛДПР по Чеченскому одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 9-го созыва. Специалисты избиркома проведут проверку представленных материалов на соответствие требованиям законодательства. По итогам рассмотрения документов будет принято решение о дальнейшем участии кандидата в избирательной кампании. Я был, есть и остаюсь до конца своих дней верным последователем пути великого и незабвенного Ахмата Хаджи и его сына Рамзана Кадыровых. Считаю, что любая партия, любое объединение, которое пойдет по этому пути в нашей республике, если сказать по-чеченски, вот, они обречены на успех. Поэтому еще раз хочу сказать нашим избирателям, что самое главное, то, чего мы сегодня добились, это свободное волеизъявление, да, благодаря которому мы сегодня избираем депутатов разных уровней. Вот. Неважно, за кого будет отдан голос, самое главное, чтобы мы знали наше главное призвание. А наше главное призвание – это реализация задач, поставленных перед нами главой государства и главой нашей республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Также избирательная комиссия приняла документы для заверение списка кандидатов на выборах депутатов парламента Чеченской Республики 6-го созыва, выдвинутого избирательным объединением КП РФ Чеченское республиканское отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации. Горный туризм выходит на новый уровень. В Хильдархарое создают современный кемпинг-комплекс, где гости смогут совместить комфортный отдых и близость с природой. Новый объект предложит гостям живописные виды, активные маршруты. Когда база сможет принять своих первых посетителей, узнавал Дани Хамидов. В состав комплекса вошли 7 современных глэмпинг-домиков. Каждый из них рассчитан от 4 до 6 человек. Домики оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. Их расположение позволяет гостям наслаждаться природой и живописными видами высокогорного Хильдархароя.
Что не самое художественное, αλλά от юрто, о юрто, шеше фонда, αλλά от фонду ахчегулдеш, шеше юрчо. Юрчо оценил деш, старые башни восстанавливать деш, меж восстанавливать деш, и добавить валбу хочу. Хар проекта о юрто вахар хочу, ша инициатив проявить. По идее, харжи, да, для развития поселения, за объект хайвела ривой хунадол, что го хилди амахканты увду лишь доволен валбухар. Помимо комфортного проживания, для будущих гостей комплекса подготовят насыщенную программу активного отдыха. Туристам будут доступны конные и пешие маршруты по живописным окрестностям, джип-туры по горной местности, а также другие развлечения, которые позволят ближе познакомиться с природой и достопримечательностями Хильда-Хароя. Маршрут чел по дороге водопад. Основной чел легко водопад. Помимо этого, какие водопад, животные, салучен скалистые метки, салучен хуннелш метки, салучен равнин жизнь, что салучен шоудни, что метки. Именно окчол халин шоудни, что разные, окна ходят тук. После открытия комплекс сможет принимать гостей в течение всего туристического сезона. Здесь рассчитывают, что новый объект привлечет как жителей республики, так и туристов из других регионов страны. Данный комплекс готовится к открытию уже 19 июля, и каждый посетитель в этот день сможет провести время с семьей или с друзьями совершенно бесплатно. Дани Хамидов, Адлан Хусаинов, Вести, Чеченская Республика. Подвели итоги недавней масштабной конференции национальных литератур народов Северного Кавказа, Юга России и Крыма. Аламхад Ильсаев вручил почетные грамоты за качественное, оперативное и всестороннее освещение этого знакового события. В числе награжденных руководители ведущих средств массовой информации региона, журналисты, а также члены Союза писателей. Руководитель ведомства передал грамоты директору ГТРК «Война» Хрузане Веселаевой, продюсеру Камиле Сайхановой и корреспонденту первой категории Медине Мударовой. В завершение гостям подарили произведение Халима Бурчаева «Беной Бойсхар». I duurschwala so dukrede do de eerste duurste de laat conferentie keertjes dawas daar plaatsen al is bilbo in dokre de reeds door dat Camilo Serrano. Deixa o grupo das dois na costa Mudaro Medina. Tadji Mosa. Uz došana kad se dala samotoli do kondeća, koliko je od sovač do Союз писателей бешного нагрейта кайникапи дава садато он гуч хайла он дашки чанса гусога он гурдуха да дахбекти дерес шудахкара. Далее 16 чеченским писателям и поэтам вручили членские билеты Союза переводчиков России. Участники отметили, вхождение в состав столь авторитетной организации откроет новые возможности. У нас в республике создано отделение Российского союза переводчиков, во главе его стоит Петимат Петирова. Она и раньше много делала в области перевода, издавала журнал «Гоч». И сейчас они возобновляют свою работу на более серьезной основе, на более серьезном уровне. Но пока у них идут организационные моменты, Союз писателей будет помогать им в становлении, в плане того, чтобы они могли здесь свои мероприятия проводить, в плане того, чтобы мы в одной обложке издавали 2 журнала «Яздарху» и «Гоч», и в решении других вопросов. Вот, собственно, первым членом этого союза, регионального отделения союза, сегодня вручали удостоверение. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.